Ассаламу алейкум. Это программа «Интервью чемпионам», где мы рассказываем о людях, которые формируют будущее спорта. Сегодня на студии тренеры Алисхан и Бекхан Дзенгиевы, которые уже 9 лет развивают Киокушинкай в Ингушетии и воспитали не одно поколение чемпионов России из КФО. Сегодня в студии чемпионы России Джабагиев Магомед и Цуров Мухаммад. Ассаламу алейкум. Алейкум. Рад приветствовать вас в студии. И видно, большие кубки вы заработали сегодня. И поздравляю вас с победами. Очень достойно представили Республику Ингушетия. И начнем с главных героев, это чемпионов России по этому стилю карате Киокушинкай. Магомед, Мухаммад, какие эмоции после турнира? Эмоции шикарные. После победы сами понимаете, какие бывают эмоции. Альхамдулилlah, дал этом мы выиграли, 8 бойцов выехали, 2 первых, остальные призеры. Бекхан, Алисхан, что можете рассказать про чемпионат, какой уровень там был и чего вы ожидали? Чемпионат на самом деле был очень сложный в том плане, потому со всей страны больше 30 регионов выступали. И получить звание чемпиона России было, конечно, нелегко, потому что те, которые там участвовали, они имели большой статус, стаж занятий, имели высокую степень поясов. Разумеется, каждый спортсмен, который там участвовал, его была одна цель – стать чемпионом России, и всячески они показывали свои лучшие результаты, и, конечно, было нелегко. Но наши спортсмены преодолели такой барьер, было волнительно, как для нас, так и для детей, потому что дети, которые участвуют, их главная цель была задача стать чемпионом России. Но, конечно, переживания есть у каждого, в том числе у тренеров тоже. А как вы оцените выступления Мухаммада и Магомеда? Ребята показали самый лучший результат, показали хорошую технику, мастерство. Джабагиев Магомед, он впервые выступает в категории мужчин от 18 лет и старше, провел 2 боя, досрочно одержал победу. Каждый бой он завершал с красивой техникой, применение красивой техникой и одержал победу. Первый соперник был взрослый мужчина, около 40 лет, с черным поясом, второй дан. Второй спортсмен был 18-летний из Казани, у него черный пояс первый дан. Он одолел этих 2 спортсменов. А вот у наших спортсменов есть пояса? У нашего спортсмена Магомеда зеленый с коричневой полоской пояс, и у Мухаммада желтый пояс. То есть черный пояс это был на несколько уровней выше, да, получается? Да, на несколько шагов ему нужно преодолеть Магомед, чтобы тоже получил черный пояс. А чтобы получить черный пояс, нужно выиграть чемпионат России или Европу? Или там определенный какой-то регламент? Для того, чтобы получить черный пояс, спортсмен должен пройти определенный срок занятий, обучения. Разумеется, каждый пояс подтверждается уровень мастерства ведения боя. Каждый чемпионат, каждый серьезный турнир, он доказывает, что он может носить высокий уровень степени пояса. Разумеется, чтобы получить, допустим, черный пояс, спортсмен должен не просто сдать экзамен, пройти 10 боев для того, чтобы защитить этот пояс. Ему нужно иметь достижения в виде спортивной, соревновательного процессе, иметь хорошие достижения. Стать чемпионом Европы, стать чемпионом России неоднократно. Этим он уже подтверждает, что он может полноценно носить этот черный пояс. Ну, пояс еще показатель как статус, да, идет, правильно? Верно. Чем выше пояс, тем он уже мудрее. Мудрее, да. Мухаммад, как тебе соревнования и кто из соперников был сложен для тебя? Турнир был очень трудным, соперники тоже были сильными, в финале особенно. Ну, ты был готов? Да, Подготовка как у тебя проходила? индивидуально, 10 месяцев занимался. То есть ты к этому чемпионату готовился, да, заблаговременно? Да. Хорошо. Магомед, какой из твоих поединков был самый сложный для тебя? Самый сложный был бой, это был первый бой. Как сказал тренер, черный пояс, второй дан. Не слабый соперник был, сильный. А вот по технике, может, был неудобный какой из них? По техникам первый тур. немножко тяжелее был. Я же дрался до 90 килограмм. Сам я весил там 80 килограмм. Немножко тяжелее был.
5-6-7 килограмм. Разница. Вот у твоего соперника был возраст, да, в 2 раза почти больше тебя. Да. Ощущалось ли это какая-то психологически тебя? Вообще нет. Не ощущалось, да? Вообще. То есть ты как ровесник твой, Да. Там, наверное, больше не психологически, а на опыте он. на опыте, да? Да. Потому что мог бы подловить какой-то момент. Да. Он такой был расчетливый тип. Да. А приходилось ли менять тактику во время боя? Приходилось. Разные. Если в голову не получалось попадать, надо было что-то в корпус попадать, там, ловить солнышко в печи. Может быть. А вот, Магомед, бывает же, да, левша, правша. Да. Попадались тебе левши? Или с кем неудобнее тебе, с правшой или с левшой драться? Без разницы. Без разницы, Без да? разницы. Ну, перестраиваться не нужно, когда, например, если соперник, да, левша, он становится Бывает в очень левую стойку. неудобно, да. Неудобно бывает. Очень неудобно бывает. Приходится, да, вот, если человек меняет стойки постоянно, приходится или подстраиваться, или же свое навязывать ему свою технику. Вот, если там, ну, приходится доминировать в этом, чтобы победить. Потому что время короткое бывает, там, 2 минуты боя. И за эти 2 минуты надо уже большой арсенал показать, чтобы одолеть победу, забрать. А в основном вот поединок продолжается в ближнем бою или на дальней дистанции? Все-таки в ближнем бою. В ближнем. Все-таки в ближнем, да. Потому что удары ногами в голову только в ближнем бою можно поймать. И за счет этого ближний бой больше подходит. Чувствовали ли вы давление со стороны, ну, потому что у вас была важная миссия представлять Ингушетию? Ответственность была? Да. Давление было, конечно. Все видели, все знали, что мы там ехали. Долгий путь в соревнованиях были. Переживания, да. Переживания, да, были? Столько едешь, столько обратно едешь, и хоть бы выиграть, Да. и мысли такие бывают. Когда стоишь ты уже, да, в паре с соперником, слышно ли было подсказки из тренеров? Ну да, конечно, было. Я всегда слушаю тренеров. Ну, то есть ты старался быть в углу, да, своем, да. чтобы было слышно? Иногда бывает, что волнение переполняет вот это внимание, которое он должен воспринять от тренера. Мгм. Когда спортсмен переживает, он уже никого не слышит. Он видит своего соперника, и его внутреннее состояние дает возможность продвинуться самому. Потому что есть такой момент, когда если спортсмен в душе спокоен и уравновешен и характером, он умудряется контролировать ход боя и услышать подсказку тренера. Но если бывают такие моменты, что если ребенок переживает, он полностью свое внимание отдает уже внутренней интуиции своей. Не можешь сконцентрироваться на бою. Обычно это бывает для тех, кто первый раз выступает. Потому что, За пределами, да? да, за пределы, даже мы у себя в республике проводим турниры, если ребенок первый раз участвует, для него это что-то новое. И такой большой коллектив, ажиотаж людей, скопление людей, это может сильно повлиять на его результат. А насколько часто проводится в республике у нас? Год, 2, 3 раза мы проводим свой турнир, и около 12 раз мы можем выехать за пределы на чемпионаты, межрегиональные турниры. Сейчас мы планируем выехать в Карачаев-Черкесии, Кубок Донбая, также в города Кропоткино, межрегиональный турнир. Планируем выехать до конца лета. А вот после чемпионата, да, что же ждет ребят дальше? Чемпионат России – это высокий уровень, получается, статуса турнира. Разумеется, ребенок, который проявил себя на хорошем результате, он может претендовать на звание, на поездку чемпионата Европы и мира. Мы планируем, Даландали, выехать на чемпионат мира в Республику Казахстан, город Атырау. Где-то в сентябре, ближе к сентябрю они планируют провести. Там будет около 50 стран мира участвовать. А вот подготовку и сборы где будете проводить? У нас, да? Мы, скорее всего, будем у нас проводить Мужичи. Там будет зона отдыха есть, там Да. будут проводить сборы в горах. А вот насколько сложно подготовить таких чемпионов к такому уровню? Все зависит от того, насколько есть желание у этих детей. Мы можем вкладывать целый день, целый месяц, насколько он будет в себе это принимать, ребенок, и сколько будет он запоминать, и есть ли желание. Если у ребенка есть желание, допустим, примерно стать, и определенная цель есть у него, он обязательно ни одного момента не упустит. Он будет работать работать даже дома, стараться что-то либо сделать, чтобы получить результат нужного. А вот даже, да, если
он достигнет, например, спортсмен, да, по этому стилю больших результатов, что он может дальше сделать, куда пойти? Или продолжить в этом же стиле выступать? Ну, все зависит от его собственного желания. Примерно все, что от нас требуется, мы вот пытаемся как-то ребенка поднять уровень, да, вот, чтобы наша республика тоже гордилась этими спортсменами. Всячески мы стараемся рекламировать. Если в будущем, если спортсмен растет, работает над собой, назначить тренером, мы можем его назначить тренером в определенном месте и помочь ему открыть зал спортивный, чтобы он мог работать. Чтобы он мог работать, и развиваться, и сам развиваться, и детей развивать. Это все делается для будущего наших детей. У нас в республике сколько залов вообще есть, и как дети, новички приходят в эту секцию? В нашей республике около 5 залов. В Магасе, Назране, в Альтееве, в Карбулаке, в Троицке мы даем рекламу. И вот результат, допустим, дети показывают соревновательный результат, там же родственники могут обратить внимание. Потому что у каждого загорается желание, чтобы их ребенок тоже был перспективным спортсменом и тоже стал чемпионом. Из-за этого у них появляется желание записать своего ребенка. Мы принимаем всех, до детей от 3 лет и старше, любой возраст. Магомед, поделись, как вообще проходит твоя тренировочная неделя? Сложно ли вообще? Подготовка к турнире проходит месяц. До турнира остается где-то недели 2 или 3. Я начинаю на выносливость работать. Физически я начинаю до начала месяца, потом уже на выносливость в конце когда. А вот в неделю сколько раз занимаешься, тренируешься? Обычно, Обычно 3 да. раза, да. 3 раза. А когда соревнования, уже каждый день тренируюсь. То есть, неделю через день, да, получается, технику да. отрабатываете в основном? Да. А на физический акцент делаете? Физику обязательно. Обязательно нужно, да? Потому И что на физику, и на моральную устойчивость, и психологически. И вот такие беседы проводим на дух, на качество духа, да, чтобы они не растерялись, чтобы они не уходили в себя в бою, чтобы не загружались лишними там. Так и физика. У нас все плавно, и по жгутам, и по лапам, и индивидуально. Все включаем, чтобы любыми путями выиграть победу. А вот в победе что важнее, дисциплина либо талант от рождения? Я думаю, что больше дисциплина. Дисциплина, она строит характер, она постоянство. Вот эта дисциплина, это и есть постоянство. Вот это, наверное, больше подходит к победе, потому что суждено вот каждому, если есть желание у ребенка, да, то ему будет суждено, потому что многие говорят, ему это не дано, вот это ему дано, всем все дано, только у каждого тип детей разный, и каждому времени свое определено свое время, вот кому-то больше, у кого-то там характер ребенка, там растут дети по-разному, поэтому каждому свой характер, каждому свое время подходит. Чтобы стать личностью именно в карате, да, или там в спорте вообще. Поэтому дисциплина будет, постоянство, постоянно тренировки, постоянная дисциплина и желание, естественно, то и талант будет по-любому. А вот в чемпионах, когда увидели этот огонек, то, что они готовы вот выступить? Вообще, да, вот с первых дней тренировок это будет, может, не совсем правда. Там уже, когда человек полгода, год занимается, ты уже начинаешь делать акцент на то, что он ни единой тренировки там не пропустил. Там, если заболел, он все равно пришел на тренировки. И за счет этого ты извлекаешь из него, ты видишь в нем желание вот это вот. И Идти вперед. Да, что он хочет, что это ему нужно, что это ему надо. Ты это видишь, естественно, ты начинаешь помогать ребенку. В данном случае парням. Поэтому они у нас уже давно занимаются. Жабагиев Магомед уже 8 лет занимается. со дня открытия зала. Со дня открытой федерации. Он вот в 10 лет как пришел, он начал Ни заниматься. разу не пропустил. Ни разу тренировки не пропустил. Хоть травма, хоть даже тяжелые травмы бывают. Все равно там день-два и опять на тренировку приходит. То есть, когда вот так вот человек идет навстречу тренерам, то тренера, естественно,
видит результат, видит все это. И желание хочется Конечно, продвигать. конечно, хочется. Да. Вот касаемо травм, какие бывают травмы вообще? Ну, травмы, все зависит, насколько в плане, допустим, боя, соревновательного процесса, травма может возникнуть внезапно. При нанесении, допустим, определенного удара, либо спортсмен оказался более такой тяжелый, да, разумеется, у него есть свой стаж, у него есть свой опыт, и он знает, допустим, насколько надо наносить удар для того, чтобы какую-либо травму совершить, чтобы он не смог продолжить бой. Если он нанес удар, допустим, в ногу, у спортсмена, допустим, слабая набивка, потому что большинство частей мы уделяем время на набивку тела, для того, чтобы он мог выдерживать любую силу нагрузку удара от своего соперника. Если он показал боль, все, в этот момент завершается его турнир, и победу могут отдать сопернику. Там главная задача выдержать удар в течение 2 минут. И выдержал удар, ты проходишь следующий круг соревнований. Не выдержал, проиграл, все, боль показал, проиграл ты уже. Поэтому травмы бывают разные. Допустим, нанес удар с ноги, тот, допустим, блок поставил колено. Это уже может быть, насколько сильный удар, он может себе сломать так ногу. Разные травмы бывают. Просто внезапно, такие моменты, даже удар в голову, если защиты нету, хороший удар, можно и челюсть попасть хорошо. Поединок сам проходит в защите или без защиты? Вообще с 4 лет, если соревнования проводятся, с 6 лет, да, до 17 лет включительно защита, применяется защита. Но организация самого турнира, они решают вопрос без защиты, защиты. Но до 15 лет включительно идет полностью защита лица, голень, руки, полностью защита. После 18 лет там все снимается, там уже нет защиты, поэтому немножко тяжело бывает мужчинам, которые участвуют от 18 лет и старше. Бекхан, вот насчет набивки, да, вот как мы знаем по фильмам, да, там карате они набивают прям до потери сознания, наверное, Да. разные части, ноги, руки, пресс. У вас также происходит или как набивка? У нас регулярно каждый понедельник проходит набивочный, тренировочный день, набивка. Мы начинаем верхнюю часть грудной клетки, у полного корпуса, заканчивая ног. Мы проводим набивку, не оставляя ни одной части тела, потому что нет набивки, этому спортсмену смысла нет выступать на соревнованиях, потому что его соперник, который имеет хорошую набивочную форму, физическую форму, он может легко пробить нашего спортсмена. Задача в кёкушин карате – это иметь крепкое тело и разум, потому что принимать все удары, стоять тоже нельзя. Надо двигаться, надо работать на технику, нужно постоянно в движении быть. Когда спортсмен стоит на одном месте, сопернику легче наносить удары, и он более сосредоточен на том, чтобы пробить своего соперника. А когда спортсмен двигается в разные стороны, он не дает ему возможность нанести удар, нужный удар для того, чтобы он мог как-то пробить нашего спортсмена. Набивка обязательно нужна. Нет набивки, и смысла нет выступать. Тело слабое, значит его пробьют. Пробили, проиграл. Такой момент. Получается, если человек, который занимается в этом стиле карате, да, он, если перейдет в ММА, ему там проще будет уже выстоять, да, какой-то напор. То, что касается ног, там ударная техника ногами будет очень хорошая. То есть может, да, хорошую ударную технику ногами показать в ММА. У нас были спортсмены, которые занимались раньше смешанным единоборством, приходили, и наши спортсмены, которые уже долгое время занимаются, во время спарринга они не могли выдержать удар наш. Лоу-кик, удар в ногу. Они сразу пробивались. Корпус сразу пробивались. Большинство, 90%, у нас вся задача укрепить тело. Дух, тело и технику. Потому что без этого никак. Мухаммад, как давно ты занимаешься? 2 года. Расскажи, как совмещаешь ты тренировки с учебой, получается ли? Да, получается. Утром хожу в школу, потом, когда прихожу на тренировки, и после тренировки делаю домашние задания. Первый год, когда ты пошел на тренировки первый раз, да, сложно было для тебя? Да, нормально. Я думаю, если есть желание, можно совмещать все даже. Да, это первый, да, его получается, золото. Ну, На чемпионат России. чемпионат России, первая победа. Ну, на международном, да, еще первый забирал. Первый, да, забирал. забирал. Международным турниром первый забирал, да. По юношам. Маму тоже, да? Магомед дважды забрал
Он дважды чемпион России уже. Мухаммад, вот у тебя за спиной большой комплект наград, да, золотых. Расскажи, как ты к этому пришел, как ты готовишься к этому? В чем секрет? Поделись. Тренируюсь усердно и иду к своей цели. Самое главное. А вот после поединков, да, после турнира, ты отдыхал, нет? Успел отдохнуть? Успел. Что первым сделал после поединка? Позвонил родным или нет? Маме позвонил и сказал, что выиграл. А вот команда поддерживала тебя? Да, поддерживал. А вот вне спорта получается отдыхать? В свободные дни? Чем занимаешься? В свободные дни, тренируюсь дома. Дома тренируешься? А другой спорт, там, активный, футбол, что-нибудь? Нет, не ничего занимаюсь. не занимаешься, да? Магомед, у тебя как проходят свободные дни от тренировок? После соревнования неделю отдыхаю. Вообще тренировки не делаете после Да, соревнований, да? даем Немножко отдыхаю. передохнуть. Тело начинает болеть, там гематомы бывают, разные травмы бывают. Поэтому отдых нужен. А вот отдых есть определенный? Чем ты занимаешься, заниматься любишь? Прогулки, да. Прогулки, да, с друзьями. А на учебу ходишь? Да, уже 3-й курс. У тебя колледж, да? В колледже. К вам вопрос. Вот как вы считаете, вы больше строгие тренеры или же наставники? Большинство, я стараюсь с детьми быть более дружелюбным в том плане, чтобы ребенок должен чувствовать и понимать тренера. Он должен чувствовать, вот тренер должен быть на уровне детской психологии, чтобы ребенок понимал и привыкал к тому, что мы делаем. Быть чересчур строгим нельзя, потому что на детском психологическом уровне, да, вот ребенок не любит воспринимать это более серьезно. Мы, конечно, проводим такие тренировки более играющем моменте, чтобы ребенок привыкал, чтобы ребенок чувствовал себя как более домашней обстановке. У нас большинство так мы и проводим занятия дружной, как целая семейная жизнь у нас проходит в этом зале. Каждый ребенок, каждый спортсмен друг друга помогает. Если где-то не получается, они стараются где-то подсказать. Магомед, вот как старший ученик в нашем зале, вот Назрановском, бывают моменты, что он, те дети, которые никак не могут понять, он бывает, что может помочь и подсказать, что, потому что имеет свой опыт, у него есть данные и опыт, разумеется, он может поделиться. Такие моменты, да, вот у нас часто проходят. Бывает, что мы где-то с детьми собираемся, даем им возможность немножко развиться, чтобы полный процесс тренировок, чтобы они не погружались, чтобы они не чувствовали напряженность с нашей стороны. Мы, конечно, помогаем немного морально разгрузиться, но, конечно, строгость должна быть обязательно. В каждом зале, в каждом спортивной секции должна быть строгость в том плане, если не иметь жесткую дисциплину, ребенок расслабляется, и нужного результата мы не видим. Поэтому строгость и дисциплина должна быть на первом месте. Если бывают такие дети, которые доброту за слабость принимают от тренера и начинают на голову садиться. И родители, их непонимание становится такое, что тренер не справляется с своей работой. Вот эти моменты мы и пересекаем, конечно, чтобы не было такого, чтобы дети на голову садились. Строгость у нас есть на первом месте дисциплина. С чего начать, чтобы прийти в этот данный вид спорта? Стоит ли бояться туда идти? Бояться не стоит. Почему? Потому что поначалу всегда бывает тяжело. Но надо преодолеть страх в себе, набраться уверенности и войти. Это, знаете, как получается, любых начинаний всегда тяжело. Пусть это будет карате, пусть это будет даже шахматы возьмем. В любых начинаниях всегда будет тяжело, но если иметь желание, можно всего достичь. Просто главное встретить. Вот мы стараемся своих учеников, даже те, которые записываются, встретить так, как встречают даже свои родители у себя дома. Чтобы они привыкали, чтобы они не чувствовали напряженность, чтобы они с детьми были дружны. Мы постоянно это объясняем, говорим, каждую тренировку все должны быть дружны. Как братья и сестры, все должны быть в зале. И оскорблять, как-то ругать, допустим, такого не должно быть.
каждый должен быть дружен между собой. Очень хорошие слова. Я благодарю за то, что пришли в нашу программу. Был рад познакомиться. И на самом деле такие большие награды вы заслужили, заработали кровью и потом. И желаю, конечно, чтобы вы на международном уровне показали Республику Ингушетия уже на достойном уровне. Алла это Бог вообще. Разия салам баракаллаху. Сегодня мы увидели, что за каждой победой стоит системная работа, дисциплина и настоящая тренерская школа. Поздравляем Алисхана и Бекхана Дзангиева и их воспитанников с выдающимся результатом на чемпионате России. Это была программа «Интервью чемпионам». До новых встреч в эфире.